Каждый день юных спортсменов расписан по минутам. Акробатика, работа над координацией, упражнения на снарядах. Рамзан Картоев в свои 10 лет уже успел заявить о себе в этом виде спорта. Он занимается гимнастикой 1,5 года. К поездке в Кабардино-Балкарию мальчик подходит со знанием дела. Ему не впервой туда выезжать. В копилке Рамзана 4 первых места с предыдущей поездки. Мне здесь очень нравится. Мне нравится упражнения на коне, на кольцах, вольные упражнения, на турнике и на брусьях. Это ежегодные открытые первенства Кабардино-Балкарии, то есть приглашаются все команды Северного Кавказа, в числе которых мы уже 4-й раз, по-моему, будем принимать участие. И каждое участие, благо, не без медалей. И надеемся на этот раз вернуться с большими трофеями, чем было это в предыдущие разы. Превозмогать усталость и боль малыши учатся с первых минут на тренировках. Гимнастика закаляет характер. Ребятам приходится быть терпеливыми и целеустремленными, чтобы достичь хороших результатов на предстоящем турнире. Порой приходится выполнять один и тот же элемент несколько раз, до эталонного. Шесть периодов умей, турникет оборотыш умей, перерасвет, турникеты, кольца, брусья умей. Юные гимнасты выполняют все элементы в одиночку, а значит, конечный результат зависит только от них самих. Гимнастика не только физический вид спорта, но и умственный. Гимнаст может знать все упражнения на зубок, отлично их выполнять в родном зале, но на выезде не суметь противостоять соперникам или даже собственным нервам. Поэтому опытные тренеры уделяют внимание еще и психологической подготовке детей. На самом деле это не очень легко, потому что у нас были случаи, естественно, есть выигравшие и проигравшие. И были случаи, когда ребята расстраивались, ребята плакали, если у них не получалось взять медаль. То есть мы пытаемся, мы в первую очередь с ребятами начинаем дружить. То есть они должны видеть в нас не только наставников, но и друзей. Вот и обычно утешаем, говорим, что вы хорошо выступили. А пока мальчики-гимнасты готовятся к турниру как физически, так и психологически, в соседней аудитории проходят тренировки художественных гимнасток. Девочки только вернулись с очередных соревнований. И для 2 лет занятий девочки достигли очень хороших показателей. Они растянутые, гибкие, они трудолюбивые, послушные. Вот. Нам остается только им еще помочь освоить предметы. Их надо научить правильно держать скакалку, мячик. Это очень трудно. Ленточку научиться, чтобы она не завязывалась во время упражнения. Вот. Но что очень приятно, что девочки занимаются с удовольствием. Юные гимнастки не рвутся к олимпийским победам. Это скорее занятие для общего развития. Ведь художественная гимнастика по праву считается самым женственным видом спорта. Красивая осанка, правильная походка – это не весь перечень полезных качеств, которым она учит. На Кубке Победы, проходившем в Кабардино-Балкарии, 9 гимнасток завоевали призовые места. Очень много народа, и я завоевала 1 место. Я очень старалась. Их разминка проходит в обычном темпе. Это скорее работа над ошибками и разучивание элементов с обручем, булавой и мечом. Именно эти упражнения дались им особенно трудно. Спортивная и художественная гимнастика появилась в Ингушетии совсем недавно, а значит, маленькие ингушские спортсмены только начинают свой путь в этом виде спорта. Тамара Хашагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24.